Здравствуйте, друзья! Спасибо вам всем, что помогаете. Помогаете нашим спасенышам. Собрано на 2 передержки корма. Собрали по 60 тысяч. Другим передержкам не хватило, потому что кроме корма есть еще и другие срочные расходы. Например, без вакцин мы не можем сдать титры на бешенство, а без титров собаки не могут уезжать в семьи. И замкнутый круг. Титаническую работу проводим по пиару, а если их выбирают, то не можем отправить. Не привиты, нет вакцин, не можем сдать на титры. То перебои с прививками, то нет денег на эти прививки. Но также нельзя. Для чего тогда мы их пиарим? Пришлось срочно купить хотя бы 30 вакцин, а надо 200. Если прививать, то всех. Вот купила для срочников и для новеньких спасенышей хотя бы столько. Также нужны обработки от паразитов. Некрасиво как-то уезжать, например, с блохами. Все это срочные закупки, а основное – это корм. Приходится ущемлять в покупке корма, поэтому сбор на корм или на вакцины и обработки продолжается, друзья. И еще собачку французика, что забрали от болеющей женщины. Вы помните по прошлым роликам. Он очень аллергичный, чешется. Пришлось купить лечебный корм и лекарства. И надо уже снова докупать этот корм. Ему тоже ищем пассажира. Если кто летит авиакомпанией «Якутия», из Якутска в Москву, сообщите нам, пожалуйста, нам надо срочно его отправлять. Проживание в Якутске, хоть и на цепи, тоже стоит денег для каждой собаки, потому что это передержка платная. Кс-кс-кс. Будет. Хороводах котенок-то. Полосатик. Друзья, в Якутске полным ходом идет зима. Ночью под минус 30. Самое уязвимое звено – это кошки. Их не пускают греться. Они жмутся где-то в трубах, они плачут от холода, но их не слышат. Раньше таких хоть частично забирали. А сейчас некуда их сажать. Кто-то из людей заболел и вышел из темы. Кто-то переполнен кошками. И знаете, если вы думаете, что кто-то заберет, это не так. Я забираю тогда, когда есть пристройство в Питере, когда есть движение в спасение. Просто свалить кучей, сотнями, их некуда. Я обращаюсь к людям в Питере. Заберите у нас хоть по одной кошечке, все привитые и стерильные. У кого есть 1-2 кошки, но заберите еще одну. У нас их 100 штук, и некуда их рассаживать. Разберите хоть 10 по одной. Освободятся места в Питере, и мы сможем вывести новых якутских и освободить места в Якутске под новых замерзающих. Это и есть движение в спасение. Но еще у нас есть кого лечить из забранных кошек от болеющей женщины. Например, Сэму на лопатке ставят дренажи. Опухло, вздулось, вытекает жидкость, ему плохо. Может, кто обидел там, где жили раньше. Дрался там сфинкс, не на шутку дрался. И сам был коцаный, и другим доставалось. Теперь каждый раз в клинику на перевязке и стоят дренажи. Только успевай оплачивать. И снова брать из денег корма собачьего. Других денег нет. Но теперь и на корм не хватает денег. Вот такие они все непредвиденные расходы. Поэтому и на корм всегда не хватает. Если не стерилизуешь, народишь щенков. Если не вылечишь, но пойдет заражение, умрет. Не оплатить бронь на самолет, места займут другие, а эти не вылетят и околеют. Не купишь лечебный корм, не остановишь аллергию. Не купить сено, замерзнут все, особенно гладкошерстные, в тех же будках. Не оплатишь титры на бешенство, зря пиарила сутками напролет. Ручки отпадут и выперут в другом месте.
Вот что значит ежедневные, срочные, плановые и непредвиденные расходы. И чтобы было и спасение, и пристройство, нужно движение, а за любое движение надо оплачивать. Поэтому всегда прошу за них от имени наших хвостиков, чтобы их спасти и сделать счастливыми, а не просто перевести на другую улицу или другой город. Друзья, помогайте, пожалуйста, на все. Нам очень нужны деньги на все. Надо дособрать и на корм, на срочные нужды, на подготовку к отправке в семьи и к вылету из Якутска. Нам тоже нужны деньги и оплачивать эти места. Пожалуйста, помогайте, без вас не справлюсь. Спасибо вам, что вы с нами, но нам всегда нужна ваша помощь и финансовая поддержка.